Ликвидация в феврале преступного сообщества Юрия Пичугина станет, пожалуй, самым громким и широкомасштабным делом этого года. Причем не только для регионального управления Следственного комитета, но и для коллег из правоохранительного блока. В Коме это уже 4-я разгромленная группировка после Логиновской в Эжве, Ифы Козлова в Воркуте и Айвенга в Сыктывкаре. Но впервые обвинение предъявлено лидеру криминального мира, так называемому вору в законе. Масштабную операцию по задержанию ОПГ провели в Сыктывкаре и в Москве, когда стало понятно, что некоторые из них попытаются скрыться из России. Арестовали 13 человек, 2 объявили в розыск. В настоящий момент у нас оружие, у нас экономические составы определенные, ну и в ближайшее время будут у нас и преступления тяжкие, особо тяжкие, в частности и убийства. Пока говорить рано. Сколько будет, какие они будут, когда мы закрепимся, еще раз говорю, вот с точки зрения оперативной, это больше даже не следственная тайна, а оперативная тайна. Мы не можем пока, с учетом того, что некоторые члены группировки находятся еще на свободе, мы не можем некоторые вещи говорить, будут понятны. Понятны некоторые наши планы, скажем так. Андрей Исаев отметил огромный вклад коллег в это большое дело. Кроме 27 следователей, в разгар операции в деле были задействованы не только оперативники региональных МВД и ФСБ, но и представители центральных аппаратов этих ведомств. Поблагодарил главный следователь региона и сотрудников прокуратуры, которые помогли решить немало возникших заминок. Лариса Максимова от имени правительства Коми поблагодарила следователей за нелегкий труд и отметила заслуги Николая Басманова, вставшего у руля новой службы 10 лет назад. Нельзя не отметить и тот вклад и миссию, которую выполнял Николай Алексеевич, главный ветеран и первый руководитель Следственного управления. Именно ему досталась миссия построить этот дом под названием Следственное управление, в котором вы сегодня живете, несете эту службу. С удовольствием, я так думаю. После торжественной части коллегии, где были награждены лучшие сотрудники Следственного комитета, затем их ждала традиционная рабочая часть. Там, без присутствия прессы, и происходит так называемый разбор полетов, чтобы недочеты, без которых не обходится любая профессия, в работе следователей случались как можно реже. Эдуард Бушуев, Вячеслав Беспалов, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.